Был вопрос, как хранят это, вот эти консервы. На пенсию, а что в городе делать, Сергей? Ну вот скажи, на пенсии нравится сидеть или... Ой, Ничего страшного, пока молодые. Ноги-то ходят еще. Сразу есть там. Даже осенью сюда, медведь на огород. Тут больница. Врач недавно появился. Скучно без меня. Оладушками заманила. Не буду уже выеживаться. И согреюсь горячим чаем с медом. С южным медом. Вкусный мед. Ну что, друзья. Я снова на улице. Сегодня холодно уже. В тот раз очень тепло было. Сегодня холодно. Ветер такой пронзительный. Но я хочу съездить все равно. Прогуляться по дороге. Подышать свежим воздухом, как говорится. Умка и Маша резвятся. Я Умку не возьму, потому что я буду ехать по трассе. Там ходят лесовозы, ездят и все такое. Умка и Маша здесь поразвятся. Умка играется. Нарты пока нету нартов. Вроде бы у Умки период такой прошел, в основной период, потому что мальчиков не наблюдаем поблизости. Если бы не прошел, то мальчики бы были все равно. Вот. Вот она любит, когда ей пузо чешут. Ой, обожает это. Толстуха наша, да? Толстуха наша. Наша толстуха. Как сейчас вот вылитая Акитаину почему-то. Ну-ка, Умка, сюда посмотри. Загривок тоже, когда чешут, любит. Вот. Маша, я съезжу по дорожке. И это самое. Там, возможно, когда я буду разворачиваться, может, там застряну или что-то. Телефон, пожалуйста, включи. Чтобы это самое, я мог дозвониться, если что. Это я на всякий случай. По пути остановлюсь дядя Миши там. Как он и что делает. Вот. Играются. Ладно, я поеду. Все. Едем, друзья. Ух, тут посыпали песочком. Вот. Посмотрим наши. Здорово. Немножко поснимаю вот дома. У каждого там есть поленница отдельная. Дома уже, редко можно увидеть вот дома, которые не обшиты сайдингом. Вот это в частности металлическим сайдингом обшитый дом. Вот. Кто-то говорил, что окон много. На старых домах, да, делали очень много окна почему-то. Окна маленькие, но много их. Особенно с южной стороны, если там смотреть, и с восточной всегда много. А вот и церковь напротив дяди Мишиного дома. Вот. Будем обратно ехать. Остановлюсь, не знаю, дядя Миша дома или нет. Вот. Это уже, как говорится, конец деревни. Деревня это Ягвы называется по-комли, по-русски Боровск, а в целом село Нившера. И когда-то эта деревня отдельно была от Нившеры. А сейчас это все уже, объединилось. И молодежь уже не помнит, не знает, что такое была отдельная деревня Нившера. Вот такие дома. Это уже самый конец села, прям вот выезжаем. Вот это дом.
Самый последний, который, помните, я интервью такой беседовал с Алексеем. А вот это уже дом у него, самый в конце, там строится новый дом. Вот, это уже все, это уже выезжаю, считайте, с Нившера выезжаю. Вот. Но рука даже мерзнет сегодня, друзья. И неудобно. Вот я прокачусь немножко. Я сейчас еду по ветру и как-то даже не ощущаю такого сильного холода. Но думаю, назад буду возвращаться и будет чувствоваться этот морозец. Я не знаю, смогу ли не там заснять что-то. Сейчас я, друзья, развернусь и покажу. Там у нас ферма. Ой, не знаю даже, наверное, не смогу высоко руку поднять. Ну, не знаю, даже показывает, нет, но вдалеке там ферма. Такое желтое здание, вдалеке ферма. Ферма работающая, есть рабочие места. С каждым годом еще тяжелее, тоже тяжелее совхозу. Вот. Вот такое начало деревни. Деревня, а вокруг лес. Сейчас покажу, еще развернусь. Такой знак сделали. Раньше был другой знак, а теперь новый знак. Вот смотрите. Думаю, видите, там написано уже другой знак. У меня есть старые видео. Там совершенно другой знак был, а это уже как бы еще такой противовандалический, что ли, антивандалический знак, сваренный, наверное, из труб, Нившера, по коме Одуб написано. Красивый знак. Это активисты села Нившера делают. Вот. Но я такие действия приветствую, потому что все-таки заезжаешь в Нившеру, ну и красивый знак же, да? Нившера, Одуб. Вот. Тут лежат тюки из сена, ну, с этого совхоза. Вот я не знаю, я не вижу, в кадр попадает, нет, потому что камера так показывает. Сегодня я очень осторожен, потому что моя покрышка на холоде очень твердеет. Твердеет, и получается, что вообще сцепления нету. Вот. Вот это уже, видите, знак Нившера перечеркнутая, да? Все, выезжаем с деревни, и сразу же лес. Ну, деревня находится как бы в таком кружочке, вокруг лес, везде лес стоит. Вот, еще такой покажу момент, то что показывал, где заготовки щена, ну, щенножа заготавливают, и там был вопрос, как хранят это, ну, вот эти консервы. Вот, пожалуйста, вывезли все с полей, ну, с лугов, вернее, с полей, и сложили вот такую кучу. Видите? Этот целлофан держит и дождь, и снег, и мороз выезжает, не лопается. И там внутри прекрасно находится вот это сено. Вот это сено, которое, оно, можно сказать, свежее и вывезено потому, что сюда, возле дороги. Почему? Потому что очень удобно тут. Ну, не надо чистить там специально для вот этого сена дорогу. Подъехал трактор, загрузил. Схватил, например, тюк, вот этот рулон свежих консервов и свежего сена. И отнес на ферму. Ферма тут тоже рядом, ну, недалеко, тут метров, наверное, 300 всего. Вот.
Вот такие тюки со свежей травой. Тут внутри вот действительно находится как бы свежая трава. Вот. А я тут сейчас съезжу немножко, еще прокачусь. Вот. Ну, до леса примерно, и обратно поеду. Это уже снимать не буду сейчас. Я развернусь потом. Ну, друзья, я уже обратно на пути деревню, там уже дальше не стал снимать. Вот тут идет человек. Сейчас я побеседую. Здоров! Куда ви ще це муне? Удва. Удва, бун, ти дорож геройчика муна. Ти рожикашки там. Да. Шио, с кем мне не ок поймать. Да. А чуть-чуть бурунтишта. Сейчас. Давай. А бабу, мы сетен суло, мы таке чорнтишта julenka. Камера ула. No, minä vunu имущество, это Кузьминен пришел. А Александр? Вот, Александр, он живет в деревне Ивановка, да, Ивановская. Ивановка или Ивановская? Ивановка, да. Ивановка, да. Да, а Емель по кому? Емель. Вот. Да. Местный житель. И сколько жителей-то осталось в Ивановке? Я не видела. 5 человек, говорит, вот живет. И, 2 брата, 2 сестры. и магазинов нету, ничего нету, давай. Свет есть хоть, давай. Свет есть, есть. Дорогу немножко чистят, давай. Дорогу хорошо чистят. А хорошо чистят? Хорошо. Ну там, чтоб скорая, пожарные могли подъехать, давай. Конечно. Вот. Конечно. Сейчас хорошо. Сейчас Вот. уже 4-й год уже чистят. Хорошо, да? Води зырцали. А, это хорошо. Это хорошо. А вот в магазинах проблема, да? Магазин проблема, да. И приходится... Вот Сколько... В Русановке хоть, ну, всяко ближе, чем этот магазин, то есть. А сколько примерно от километров 5 до Нюшера, да? Ну, примерно где-то около 6 уже будет. Около 6, да? 6 километров. И каждый день вот за хлебом так. Да. Каждый хлебный день надо ходить. И где-то через... Ну, наверное, за раз берете на 2 дня примерно, да? Конечно, 2-3 дня-то беру, да. А. Но я раз в неделю хожу. Вот я знаю, что ты приехал из города, переехал жить, да ведь? Да. Вот а какая причина вот возникла, чтобы ты вот, например, приехал? Или нравится тебе Вышел деревня? на пенсию, а что в городе делать, Сергей? Вышел на балкон, покурил, зашел и все. Да? Работать вроде как уже пока, думаю, хватит. На пенсию только вышел, было. Мгм. Ну, это 10 лет назад уже было. И сейчас рыбачишь, Сейчас рыбачу, охочусь. и тихая охота, грибы, ягоды, да? Грибы, ягоды, все. Ну, не жалеешь, что в деревню поехал? Как? А чем мне жалеть-то? Я и в городе-то появляюсь в год, может, раза 3, ну и то. Или в больницу, или что ли, я ж там прописанный-то. И плюс зарядка такая, каждый день 6 километров, да? Ну, да, 6 километров туда, 6 километров обратно. А не секрет, если сколько лет-то? Мне? Да, 60. 60. Ну, зарядка отличная, 6 туда, 6, 12, 10 километров. В декабре прошлого года вот юбилей был, 60 лет исполнилось. 10 километров На. для 60 лет зарядка это отличная, да? Отлично, да. Тем более, такую за погоду. Мне, когда холодно, за 20, когда я машину зову, или Гришваня, или Проку, или... Ну, такси вызываешь, такси да? вызываю. Деревенское такси, так называемое, да. потом Холодно сильно тоже, Ну, не тот возраст. короче, то, что приехал, вот, например, в глушь, в деревню, там, ничего нету. Мне здесь беда нравится, хоть и один я сейчас, с этим коронавирусом и вообще- никуда не выхожу. Один все. Выйду, дрова, вода, снег есть, снег чишу, почишу тихонечко. Ага. Зашел, там туды-сюды, чай попил. Опять свет есть, телевизор есть, показывает все. Что еще надо мне? Ну, Ничего не отлично. надо. Городские сыновья приезжают, ну, реденько, но жена регулярно приезжает. Ну и хорошо. Ну ладно, давай будем. давай. Это самое. Привет передай своим родным, может Хорошо. посмотрят. Передай привет родным своим. Хорошо. Ну давай, счастливо. Давай, все. Давай, не мерзните. Нет, я уже обратно еду, да. Вот, поговорили
Он в соседней, ну, как бы деревня. Деревня находится в 5 верстах от основного села. И каждый день вот люди ходят в магазин. Вот так. Вот так и живем. Я еду, друзья, навстречу ветру. И придется, наверное, нам выключиться. Вот. Потому что это холодно. И это, ну, короче, задувает все равно, наверное, ветер. Но здорово, Александр. Это уже мне сегодня на пути второй Александр уже встретился. Кузьмин сначала встретился, с Кузьмином поговорил. Ну рассказывай, куда идешь? Тоже в деревню ту Щеп, Русановскую Щеп, да? Дорогу там делают, хочу посмотреть. Посмотри, это он там часто ездит. Вот у него какая техника, как называется? Это? Койра, да? Да. Койра, да, вот такая техника. Ну, расскажи про эту койру. Много насобирал там ягод с этой койрой? Нет. Не ездишь? Но рыбачить-то, наверное, рыбачишь. Рыбачить, да, ездил. Весной? Этим нет. Этим 3 раза ездил, по окончании 1 раз ездил. Теперь. Этим нет. Корыто, смотрю, нормально сделал. Да, круто большая. У меня... Это заводское есть, да? Да. Это заводской? И сиденье заводское? Нет, я не снял. Жигули взял. Снял. Комфорт. Это, знаешь, с дороги мне до дровяника дрова заносить, знаешь, кучу. Ну. И на неделю? Нет, и дровяник сырую дрову. Когда дрова заготавливаешь, да? Не надо санками возить. А дрова в этом году привез, нет еще? Нет, еще пока нет. Я тоже жду, да, что-то не возят, говорят, там переправа, говорит, плохая. Да, рано еще, сейчас смотри, метет как. У тебя это, теплая бакалава-то это, маски-шоу-то. Это? Да? Да. А у меня почему-то это, заказал в Алиэкспрессе, сказали, что теплая будет, а вот шелковая пришла. Мучурин Вань, тоже он достал куда-то с посылкой, да, он тоже у него теплая. Теплая же, да? Вот, а у меня шелковая. Шелковая-то... Ну вот, холодно. Холодно, мерзнет. Ну, как, от ветра-то защищает, но вот а что, тепла нету. Да, чуть-чуть проводки ты... Да. Вот люб держани микеры. Вот. Ты ж вон сейчас и на стартере заводится. А кыскыш там. Шаветлан. Гуляй там. Пенча, Владча, ну расскажи еще немножко. Летом работал на совхозе, нет? Нет, уже не работал. 4 года не работаю. Ну вот скажи, на пенсии нравится сидеть или... Ой, заебись. Я это, знаешь, сколько свободный человек сейчас, куда хочу, да? куда хочу. А вот я знаю, что ты очень много держал, уже все перестали держать скотину, в том числе и мы перестали скотину держать. А ты один из заядлых держателей скотины. Он корову держал, наверное, один из последних, который зарезал. Вот это ты жалеешь или нет? То, что не держишь сейчас корову. Теленок есть, нет? Нету, сейчас ничего нету. А вот скажи, жалеешь или нет, что ты забросил вот эту скотину? Иногда хочется, нет там, да, например. Иногда хочется, но, знаешь, сейчас знаешь. И возраст не тот, и... Возраст молодой. Молодец, а ты... Или невыгодно, наверное, да? Сейчас все выгодно, техника есть. А нет, я по деньгам. Лучше купить, что ли, подешевле, или как? Ну вот почему-то ты забросил же. Или привязывает скотина. Никуда ехать нельзя, никуда ничего не оставлять нельзя. Выходного нету. Ну, выходного, да. Ну, скотиной какая выходная? Выходного нету. На пенсии заебал. Вообще ничего не держишь, да? Кошка. Ну, кошка, как и мы, как и мы тоже, в принципе. Но напоминаю, что вот у Александра корова, наверное, самый, наверное, последний там у поселка зарезал, нет? Последний, наверное. Да. Он до последнего, вот ни у кого уже там не держали. 5 теленков. 3 коровы еще? 2 коровы. А, 2 коровы. И 5 теленка. Да. 7 штук было. Ужас.
А вчера лето не видим, лето не видели, да? Какой? Нет, Да. немецкие идут. Емельские идут? Да. А. Я с Емельским сегодня разговаривал уже. Перчи, привет, привет. За хлебом, да? За хлебом с Ивановки. Нет, чуть-чуть. Сельсовет? Здравствуйте. Сергей, да? Сергей? Вот Ивановские. Идут в Нившеру. А если пьем мы как потом как свежий, как труба. Вот. Как домашний, но не рочек тем богатели. Да, Цивилизация участная. да. Он еще? Он же коли чабайона микасте. Ну. Снимай-то. Как надо? Как надо? Мы уже... Давай, Сергей. Ну, Александр поехал. А Ивановские в магазин едут. Вот еще у пару человек спрошу, как вам? Вот я с Кузьминым встретился, он говорит, что ой, хорошо в Ивановке жить. А вам как живется в Ивановке? Хорошо, да? А то, что вот в деревню надо в Нишеру далеко ходить. Ничего страшного, пока молодые. Ноги-то ходят еще. Ну, Когда уж ноги не будут ходить. да, я чист батарейка я. Да. А не колескас? Да, аккумулятор, да. А то я бесплатно ми кишанчи десни. Соцзащита. Абу подарок, соцзащита. Ну вот. Как говорился сегодня, поговорил довольно с местными жителями соседних деревень. Вот. Вот такой. В начале села, вдалеке, вот видите, дом, новый дом строится. Есть какая-то надежда. Вот смотрите, дом там, и сразу лес там. Даже осенью сюда медведь на огород приходил. Это Алексею. Как-нибудь еще интервью возьму у него. Вот. Вот смотрите, друзья, дома какие. Ну, окна, смотрите, много окон, да. Ну, потому что свет, что попадал побольше, рано тепла, нашу зимнюю. Вот уже и дом у дяди Миши. Подъезжаем, сейчас не знаю, выедет или нет. Сейчас. Выйдет, если выйдет. Дядя Миша-то. Короче, поеду я. Не увидел дядя Миша, звонить не стану. И может даже нету его дома. Короче, я уже на обратном пути. Еще еду. Я уже, друзья, еще не решил заехать. Решил поснимать. Вот так. Вот еду уже по самой Нившере. Там есть где-то у меня видео, старые видео, где я по Нившере езжу. Вот как в основном дома выглядят. Это центральная часть Нившеры, так сказать. Ну, старая, возле дороги. Ну, как в деревнях. Сначала дорога появлялась, что ли, тропинка, а потом возле этой дороги строили дома. Вот так сейчас. Вот так выглядит. Ну, село пустынное, не очень-то люди ходят. Я решил прогуляться. Сейчас где-то вот здесь развернусь. Вот. Дальше уже ехать не буду. Потому что тоже против ветра холодно ехать. Сейчас я развернусь. Вот такая детская площадка подает под разворот. Сделали нормально. Дети играются летом, детей много. Сейчас вот не поймешь, куда свернуть. Вроде бы коляска и считается, что я пешеход, а вроде и транспортное средство. Хрен его знает, куда свернуть. Вот, сейчас развернулся, и уже совсем другое дело. Так, как говорится, тепло. По ветру ехать вообще совсем тепло. Это как бы нижняя часть села возле реки, которая. Вот такие дома.
Ну, в принципе, село еще не такое, ну, как бы, умирающее. Село потихоньку остывает, но жизнь еще кипит, и жизнь еще есть. Вот магазин, тут сельпо. Сельпо тут, ну, здоровый такой, по сельским меркам магазин такой нормальный. Все есть, можно все купить. Можно заказать, привезут. Вот. Тут больница. Вот. Правда, эту больницу, ну, лежачих мест нет, стационара нету. Амбулатория, только уколы, да, что-то. Ну, врач недавно появился. Молодой врач. Опыт приходит с годами, как говорится. Главное, что есть. Вот. Вот такая больница. Еду, снимаю, разговариваю с вами. Вот. Такое село. Немножко. Это уже, напоминаю, Саманившира, так сказать. Сейчас немножко подснимаю дом у родственников, потому что они живут в городе. Ну и показываю, что, может, посмотрят там, ну что, все нормально, что следов там таких нету. Одни положительные воспоминания. Короче, я когда маленький был, очень здесь часто времени проводил. Это дом у моей тетки родной, сестры отца и мужа покамась дяди. Одни приятные воспоминания такие. Я показываю еще. Это может кто-то посмотрит. А моя мама посмотрит. Потому что они уже не могут ходить по Нившире, ну, гулять-то есть. И посмотрит, как обшили этот дом. Здесь был дом такой большой, и вот половину дома спилили, и полдома, то есть. И вот как обшили, как выглядит этот дом. Может, мама посмотрит. Ой, какие приятные воспоминания от, так сказать, здесь проведенных детстве лет. Ну, я почти каждый день здесь бывал. Каждый день почти здесь. Особенно летом. Очень приятные воспоминания. Вот так. Ну и в принципе все. Буду заканчивать нашу прогулку. Там что уже. Потом я уже скоро заеду домой, потому что немножко тоже остыл уже. Вот. Ну, я уже во дворе своего дома. Умка гуляла, и как набросилась опять сюда. Она вроде уже потише живет. Но ей родить надо. Я думаю, вот она родит, у нее в характере все переменится. Она очень такая, она вот беда бедой, как говорится, смотришь на нее, такая бестолковая, вообще бестолковая, на стену лезет. Но иной раз, вот, когда она успокоится, смотришь ее в глаза, а глаза такие умные. Вот я очень, ну, нравится мне она. И полюбилась она так. Да, не только мне, всей семье полюбилась. И сестре моей, и дяде Ване, и дяде Мише, и брату, и всей. Мама очень любит, говорит, каждое утро она разговаривает, говорит, не воет, она разговаривает. Но она когда воет, как бы, она причитает вот так, вау, что-то говорит, вот. Умница так-то, умница. Юлитя меня, Юлитя. Ой, это слово ее, когда говорю Юлитя на прогулках всегда. Погуляй, еще погуляй, потом тебя обедом накормят. Вот, а я заеду. Я замерз сегодня, Умка. Очень замерз. Ты-то не мерзнешь, а я замерз. Вот. Погуляй еще, погуляй. Санки сделаем. Надеюсь, санки сделаем же когда-нибудь. Или купим, в конце концов. Нарты-то. И будешь кататься у меня.
Вот. А по дороге не возьму. Никогда не возьму я ее по дороге, потому что это опасно. Опасно для жизни ее. Просто это очень опасно. Вот. А я сейчас буду заезжать уже домой. Ты близко снимаешь меня, люди испугаются. Так вкусно. На улице из-за этого. Она меня так домой манит. Скучно без меня. Оладушками заманила. Вот она меня как манит домой-то. Оладушками. Горячие. Пожалуй, я заеду. Во. Такой. Мне ветер неприятный, я сегодня простыл немножко. Но ничего. На такие оладушки я сейчас бегом зайду, да, с горячим чаем, да, с оладушками, со сметаной, как наверну. Вкусно будет. Это ты меня ждала такими оладушками, да? Да. Ладно тогда. Ну хорошо. Я заеду, уговорила. Вот. Давай, заезжай. Не буду уже выеживаться. Ну, друзья, я уже дома. Ну, если честно, сегодня немножко замерз. На улице вон я успел заехать. Вот смотри, Маша, метель начинается. Маша жарит вкусные оладушки. Аромат дома невероятный, вкусный. Вкусной выпечки. Они горячие. А я замерз сегодня, и обычно я всегда только вечером ложку, как конфетку, как ваидол, вот это, мед в ложку под язык ложу. А сегодня и днем буду пить мед такой от Марии Алексеевны, это с Воронежской области. Мед, ох, вкусный мед с чаем. Это аромат лета, друзья. Мария Алексеевне большое спасибо за мед, не устану говорить. С оладушками еще горячими. Но уже за оладушки говорю спасибо Марии Олеговне. Вот так. Извиняюсь, что я так ем, наклоняюсь. Но это уже издержки моей, так сказать, неспособности. Маша жарит дальше оладушку, а я с улицы заехал и согреюсь горячим чаем с медом. С южным медом. Вкусный мед. Вот настоящий медом, вот настоящий. Он пахнет летом. Ну, не передать. Вкусно. И оладушки очень вкусные. Так что все замечательно. Замечательная прогулка сегодня была у меня. Замечательно поговорил с жителями соседних деревень. Как им там, как и что, почему так живут. Кто-то вот с города, как вы видели, приехал. И живут. Ну, нормально, так сказать. Ой, друзья, не могу насытиться этим горячим чаем, медом и горячими оладушками. Так вкусно. Вообще бесподобно. Ну, наверное, буду заканчивать я это видео. Я еще второй стакан чая буду пить, но это уже снимать не буду. Я не насытился еще одной кружкой. Еще выпью. Маша дальше жарит оладушки. Ну, уже заканчивать практически, Давид. Да. Вот. И пока болтал, блин, у меня камера выключилась. Что-то случилось опять. У меня камера, это уже вторая камера, которая ломается. И решил вот сейчас, Маша снимает на телефон меня. Ну, закончила ладушку печь. И, как говорится, пока этот телефон не тоже выключился, вырубился, скажу вам до свидания, всем пока.
Всем спасибо, кто смотрит наш канал. И призываю еще подписаться, кто в гости попал первый раз. Ну и все. Всем пока, друзья. До новых видео.